Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бародаров ва ховарои азиз, ҳамватанони гиромӣ. Хуб, умедворам ки тарҷумон дар кор нест, дар кор намешавад. Вале ман ба забони русӣ суҳбат мекунам ба иҷозаи шумо. Нормально? Подальше? Нормально? Окей. Во-первых, я очень рад видеть всех. Еще раз хочу сказать, что мое сердце наполняется радостью, теплом от того, что я вижу друзей, земляков, единомышленников, соратников. И, надеюсь, нас видят сегодня тысячи людей в прямом эфире и потом будут пересматривать. И я хочу дополнить очень важные слова, которые прозвучали из уст предыдущих ораторов. Пока я не забыл, я очень давно об этом думаю, о том, что Национальный альянс должен добиваться в будущем, даже если мы не придем к власти, как говорит Шарафетдин Гадоев, что мы обязательно должны прийти к власти. Даже если мы не придем к власти, следующая власть, мы должны требовать и добиваться, и граждане Таджикистана должны добиваться, здоровая часть общества, возвращения захваченного жилья этим преступным режимом и его сторонниками. Жилье присутствующего здесь Олега Панфилова захвачено генеральным прокурором Рахмоном Юсуфзо, да? Я все время путаю его имя и фамилию. Неважно. Генеральный прокурор захватил жилье известного журналиста, правозащитника Олега Панфилова. И потом продал это жилье. Наварился преступным путем. 2 преступления. Очень много захваченного жилья, незаконно захваченного. Очень много наших граждан, наших соотечественников во время гражданской войны, после того, как Народный фронт вошел в Душанбе, покинули Таджикистан, покинули Душанбе, побросав свои квартиры. Мы должны вернуть этим людям жилье. Сегодняшняя власть продолжает захватывать жилье у простых людей. Они ломают в центре Душанбе целые махали, поселки и дают людям гроши без цен просто. Они не компенсируют людям. Известный, всем известный народный артист Таджикистана, который жил за стеной дачи Совмина. Вы все помните, да, эту историю? Был выселен, его дом сломали, ему ничего не дали, предлагали какие-то копейки. Напомните мне, Марат Арипов, совершенно верно. Марат Арипов, мы писали об этом. И таких сотни, тысячи таких историй. Эта власть рейдерская, преступная, захватывает жилье, обманывает людей и ничего не компенсирует. Эта власть начала воровать с самого начала. Она украла у нас независимость. Почему мы сегодня говорим о независимости? Как Алим уже отметил, независимость была достигнута теми людьми, которые сидят в зале. Я знаю лично сегодня в этом зале тех людей, которые стояли на площади с 9 сентября 1991 года, больше, чем в составе правительства и его структур. Там, по-моему, 2-3 человека, может быть, те, которые были 9 сентября на площади по эту сторону, сторонников независимости, а не по ту сторону, как Эмом Али Рахмон, коммунисты, которые боролись против независимости, и потом под красным флагом
убивали тысячи и тысячи людей на чужих танках, на иностранных танках. И потом, как Сангак Сафаров на 16-й сессии говорил, мы уничтожим демократическую мразь в Таджикистане и в России. Вот эти люди, которые убивали нас и преследовали нас, они продолжают это. Они украли нашу независимость. Что они сделали? Они не хозяева независимости. Эти люди, вор никогда не ценит то, что ему попадает в руки. Как говорил, чтобы не переврать, вот у меня цитата здесь, Отто фон Бисмарк сказал, революции готовят гении, делают романтики, а ее плодами пользуются проходимцы. Сегодня наша независимость в руках проходимцев, воров. Гением таджикской независимости был Устод Туир Абджабор. Романтиками таджикской независимости были Устод Нури, Хазрат Ходжа Абар Тураджонзода, Аслидин Соиб Назаров, Давлат Ходоназаров, Отахон Латифи, Мирбово Мирахимов, Устод Рахим Мусульмонхулов и десятки других. Мы должны озвучить эти имена, еще раз повторить, и еще много раз повторить. И людям, молодым людям, которые выросли, родились и выросли при Эмомали Рахмоне, и государственная пропаганда им врет, ежедневно врет, льет литры, тонны лжи, помоев лживых о том, что Эмомали Рахмон и мы стали обладателями независимости и мира и так далее. И все, один этот человек, который воевал против нас, против этого, против реформаторских сил. Независимость страны сегодня это такая фикция. Все, что связано с этим правительством, это фейк и фикция. Во время войны был 1 миллион беженцев, сегодня больше 2 миллионов беженцев. Трудовые мигранты, они вынуждены, они... Все разворовано, все захвачено. Они не могут найти работы в этой стране, не могут прокормить свои семьи. Они беженцы. Сегодня национальная валюта на грани дефолта. Сегодня основная проблема, что наша независимость в опасности. Независимость Таджикистана в опасности. Проходимцы и воры, которым достался этот дар, они продают, торгуют независимостью, продают территорию, продают месторождения, продают честь, продают совесть, достоинство граждан. Правительство – это правительство банкрот. Вы понимаете? Есть термин «несостоявшееся государство» – failed state. Я считаю, я чувствую себя лично в ответственности за сохранение независимости Таджикистана. Потому что я чувствую себя гражданином Таджикистана, я являюсь гражданином Таджикистана, таджиком. Мы должны сформировать нацию, гражданскую нацию. Вот здесь сидит Олег Фанфилов, уроженец Худжанда, наш соотечественник, таджик. Есть сотни других людей, наших сторонников. Равшан Тимурьон, наш брат, уже говорил об этом. Сотни других людей, других национальностей. Узбеков, у нас 1,5 миллиона узбеков в Таджикистане. Узбеки, евреи. Есть очень близкие мне люди, друзья, которые поддерживали меня в самые сложные моменты и времена и до сих пор поддерживают.
Люди, которые уехали и которые в Таджикистане остаются, но они не таджики, они, допустим, евреи, узбеки, грузины, армяне, осетины. Они с нами. Без их помощи мы, например, не смогли бы вовремя перевести доклад, который мы представили в Женеве. Некоторые друзья потом удивлялись, кто переводил, такой качественный перевод сделал. Я говорю, это наши люди, наши братья переводили. В России, в Лондоне, в Грузии, в Израиле. Это все наши люди, наши соотечественники и наши единомышленники, и наши братья. Я хочу, чтобы они вернулись, чтобы они могли возвращаться в Таджикистан, чтобы они знали, чтобы они чувствовали, что это их родина, что это их дом, что мы вместе в этом доме будем жить. Я мечтаю об этом, чтобы мы сформировали такое гражданское общество, которое бы контролировало власть, которое бы требовало сменяемости власти, потому что все мы знаем, что любая власть, любой человек, если он остается выше положенного срока, он начинает обрастать грязью, скажем так, да? Если не менять рубашку, то эта рубашка становится непригодной. Президент, который 27 лет на посту, это не президент. Это не рубашка, это уже тряпка, это непригодная вещь. Человек, который носил кирзовые сапоги, не снимал их годами, вот он 27 лет продолжает в своей психологии не снимать эти кирзовые сапоги. Надо сменить, господин Рахмонов. Надо сменить ваши кирзовые сапоги. Давно уже пора. Уже много-много сроков назад. И я уже много раз обращался к своим друзьям, коллегам, не называть Эмомали Рахмонова президентом. С точки зрения права, с точки зрения юридической науки, это диктатор, это узурпатор, это нарушение Конституции, в которой четко и ясно написано: узурпация закона, узурпация власти запрещается. В Конституции написано. Понимаете? Он клянется на этой Конституции и узурпирует власть. Он преступник, государственный преступник. Но самое главное, у нас та независимость, которую мы обрели в Таджикистане благодаря этим людям, которые здесь сидят. Олег Панфилов был на площади 9 сентября. Мухиддин Кабири был на площади 9 сентября 1991 года. Шамсиддин Саидов был на площади 9 сентября 1991 года. Равшан Тимурион был на площади 9 сентября 1991 года. Мирзорахим Кузов. Устод Ризои Шумувдет. Устод Ризои и ваш покорный слуга. Это те реформаторские силы, благодаря которым Таджикистан обрел независимость. И мы в ответственности за независимость. Независимость — это не дар, это не та крепость, которая дана, ты ее взял и можешь не беспокоиться. Нет, ее продают без нас. Понимаете? Этим даром торгуют, разрезают, отдают туда, отдают сюда. Сегодня мы не можем защитить границы. Сегодня, как я уже сказал, национальная валюта на грани дефолта, банки на грани банкротства, правительство банкрот.
людям не платят зарплату, не пенсию, выдают по 200 самани, у людей вклады, они отдали, доверили этим бандитам, этим рейдерам, и не могут вернуть свои деньги. Вы понимаете, что происходит? Наш алюминиевый завод скорее всего, мертв, чем жив, и ничего не стоит, не функционирует. Эмомали Рахмон перерезает ленточки, иншот, новый фонтан открыл, понимаете? Это не фонтан, друзья. Это далеко не фонтан. Мы должны побороть местничество, регионализм. Это еще одна большая серьезная проблема, которая в нашем обществе, в нашей власти. У нас региональная, даже семейная власть, скажем так. Мы должны побороть большая, огромная проблема. Это городская элита. Я об этом давно думаю, еще в 92 году. Почему это могло так произойти? Почему общество так раскололось? Почему не было цементирующего какого-то ядра? У таджиков с тысячелетней городской культурой, традицией, в Душанбе не оказалось интеллигенции, не оказалось элиты, которая бы смогла это все как-то урезонить, как-то уравновесить. Началось региональное соперничество между северянами, южанами и так далее, и так далее. Мы больше не должны этого допустить. Мы не должны допустить больше кровопролития. Никогда. На этом должно закончиться, даже если Эмомали Рахмон не держит своего слова и изменил своей клятве. На этой стороне, правой стороне, никто не отказался от клятвы. Если они говорят «Паймон и Паймоншикан», нет, этот Паймон не Паймоншикан, он продолжает быть верным подписи Устода Нури. Мы должны вернуть квалифицированные кадры, у которых неправильная география в Таджикистан. Когда нас спрашивают, что вы собираетесь делать, с кем вы собираетесь делать, мы должны прекратить это безобразие. Люди должны вернуться, профессионалы должны вернуться. Я знаю сотни людей, профессионалов, которые в других странах работают, в Казахстане, в Узбекистане, в России, в Киргизии и в других странах. Они профессионалы, высочайшие профессионалы своего дела. Но они уехали, потому что у них другая неправильная география, неправильная национальность, допустим. Потому что они не хотели мириться с коррупцией. Например, один работал с Шерали Гуловым. Он рассказывал мне такие ужасные вещи. Там миллиардами люди воруют понимаете, члены семьи. Строят дороги, на которые огромные деньги выделяют иностранные государства, они эти деньги воруют, этот кредит остается на шее у нашего народа. Ребенок в утробе еще не родился, он уже должен $300, не меньше $300 он уже должен. Понимаете? Вот в чем дело. Этот режим, когда он уйдет, он оставит Таджикистан с огромными проблемами и долгами. Мы должны будем вернуть все эти деньги. И мы вернем все эти деньги из-за границы, из офшоров. Они выводят, они там вкладывают, они могли бы построить уже за эти 28 лет, они могли бы построить десятки рагунов на эти деньги, на украденные эти деньги. Только с одной границы с Китаем $1 миллиард они кладут ежегодно в свой карман. Только с одной границы. Возвращаясь к вопросу о независимости. Независимость – это процесс.
Это вот та крепость, не та крепость, которую взяли и все. Это процесс, это постоянный труд. Ее надо защищать, ее надо укреплять. Я думаю, что это мы должны делать, это наше общество должно делать. Понимаете? Мы доверили проходимцам это, но они не справились. И это большая, огромная проблема, что Таджикистан может потерять государственность второй раз через 1000 лет после того, как вот эта группа проходимцев воспользовалась плодами независимости. Какие у нас задачи минимум, на мой взгляд? Задача минимум у нас, у Национального альянса, быть катализатором процессов демократизации, освобождения наших граждан, и мы уже с этой задачей справляемся. Мы видим, что за этот год общество, это эффект наблюдателя, это в физике есть такое понятие, эффект наблюдателя, когда частицы пропускаются через две щели. Если нет наблюдателя, то идет рассеивание на стене, куда попадают эти частицы, проходя через две щели. Но если есть наблюдатель, человек наблюдает, тогда нет рассеивания, тогда частицы ведут себя по-другому. Они выстраиваются ровно в такие две линии, параллельные, вертикальные линии. Понимаете? И Национальный альянс сегодня, это задача минимум. Мы справляемся, СМИ работают, мы делаем выступления. Правительство ведет себя уже немножко иначе. Они оправдываются, они тратят много сил на то, чтобы оправдываться, бороться против нас и отрицать само существование оппозиции и само существование Национального альянса. Да, это смешно. Но они вынуждены это делать. И наше общество сегодня просыпается. И тоже благодаря Национальному альянсу люди начали задумываться, что они имеют право голоса, они имеют право требовать своих прав, реализации своих прав. Это задача минимум, с которой мы на этот год справились. Задача среднесрочная – это аккумулировать и генерировать идеи. Когда нас спрашивают и критикуют, что вы там предлагаете, мы открыты для вас, друзья, наши граждане. Предлагайте. Вас не слышит правительство. Пишите нам, говорите нам, чего вы хотите. Как вы хотите жить, в каком обществе вы хотите жить. Давайте вместе аккумулировать и генерировать идеи. И потом, когда мы вместе сообща, мы сможем эти идеи реализовать. Это уже дальнесрочная наша задача. Быть объединителем, стержнем, катализатором и так далее. Мы, неважно, придет к власти Паймон в этом составе, в этом виде, или придет к власти другая сила, какая-то изнутри сформируется. Мы готовы поддержать перемены и настаивать на смене власти. Народ должен выбирать. И последнее. За 27 лет это правительство, этот режим не смог сформировать национальную идею. Они предлагали, били свою голову а тот девор, а другой девор, а другую стену били, сломали все, голову, по-моему, сломали, деворы остались целы, но национальные идеи они так и не придумали. У нас должна быть национальная идея, мы должны ее сформулировать. А эта национальная идея, она должна быть близка каждому человеку, то, что хочет человек, что в его сердце, как он хочет жить. По-моему, во Франции существует лозунг, говорится, три кита, на которых держится общество Франции. Это свобода, равенство, братство, озоди, бародари, баробари. И я хочу еще добавить солидарность и ответственность. Мы должны предложить нашему обществу новый общественный договор.
для всех частей общества равноправных и солидарных между собой, и ответственных друг за друга. Каждый, как говорил Саади, баню дам, азони як дигарас, так? Да, да. Анна. Не говори, что ты сын человечий, если ты остаешься безразличным к боли своего брата. Вот мы должны образовать такое общество. Один за всех, все за одного. За демократа, за члена Ростохеза, за члена Исламской партии, группа 24, беспартийного, узбек, еврей, армянин, кто угодно. Они все наши. Мы должны за всех бороться вместе. Спасибо, друзья.